Если вы проигнорируете Бога, это будет последнее послание. Это сильная и впечатляющая фраза, которая может вызвать страх или дискомфорт у многих людей, но на самом деле эта фраза не угроза, а предупреждение: пожалуйста, не игнорируйте. Это видео – послание из Божьего сердца, чтобы благословить вашу жизнь сегодня, но прежде чем продолжить, оставьте свой лайк, чтобы это видео охватило больше людей. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать больше сообщений, подобных этому. Это предупреждение о том, что нельзя откладывать отношения с Богом, потому что мы никогда не знаем, когда у нас будет последняя возможность. Если вы видите это сообщение, значит, вы не игнорируете Бога. Так что поздравляю вас, вы человек непоколебимой веры и помогаете воспитывать веру во Христа. Наберите номер 1111 и почувствуйте, как моя любовь наполняет каждую частичку вашего существа. Вы особенны и уникальны в глазах Бога, потому что не пренебрегаете им. Не позволяйте мнению других людей влиять на вашу самооценку. Верьте в то, что вы ценны для Него. Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы все Его дети знали и любили Его. Он не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы все были спасены и обрели вечную жизнь. Он говорит: Бог есть любовь, чтобы подтвердить, что Он – Бог милосердия. Однако Он не заставляет нас следовать за Ним и уважает нашу свободу выбора. Если же вы решите игнорировать Бога и отвергнете Его милость, то вы выберете путь тьмы и разрушения. Вы упустите возможность познать самую глубокую и истинную любовь, которая только может быть, и оставите возможность тьме управлять вашей жизнью. Игнорировать Бога – все равно, что идти без направления в темном лесу. Вы не знаете, куда идти, у вас нет проводника, который указал бы вам верный путь, и вы рискуете заблудиться или упасть в пропасть. Без Бога жизнь теряет смысл, а будущее становится неопределенным и пугающим. Наберите номер 444 и почувствуйте, как Господь держит вас за руку. Не бойтесь неизвестности, ибо Он впереди готовит путь для вашего будущего. Идите с верой, ибо Он направляет ваши шаги. Если это послание затронуло ваше сердце, оставьте «Аминь» в комментариях ниже, ваше участие очень важно для нас. Если вы решите искать Бога и примете Его любовь, вы выберете путь света и жизни. У вас появится проводник, который укажет вам верный путь, даст силы преодолеть препятствия и приведет вас к будущему, полному надежды и мира. Принятие Бога в свою жизнь не означает, что все проблемы исчезнут, но это значит, что у вас появится верный друг, который никогда вас не оставит, мудрый советчик, который всегда подскажет, и любящий Отец, который всегда вас примет. Игнорирование Бога может показаться более легким и удобным выбором, особенно в мире, который часто искушает нас идти разными путями. Но за такой выбор приходится платить очень высокую цену, и он может привести нас к гибели. Принятие Бога поначалу может показаться трудным, особенно если вы не знаете, с чего начать, но это самый мудрый и полезный выбор в вашей жизни, который приведет вас к миру, радости и удовлетворению. Продолжая идти по своему пути, введите число 21.
Знайте, что Господь присутствует в каждом мгновении вашей жизни, как в солнечные дни, так и в темные ночи. Вы никогда не будете одиноки, потому что вы избрали Его, а Он избрал вас. Бог – это недалекое и недоступное существо. Он присутствует во всем и может быть найден в любом месте и в любое время. Он говорит с нами через природу, музыку, искусство, Библию и наше сердце. Если вы хотите познать Бога, начните с того, что откройте для Него свое сердце и разум. Поговорите с Ним сейчас, читайте Библию, ищите сообщество людей, которые также ищут Бога. Не откладывайте поиски Бога, не ждите, пока станет слишком поздно. Не игнорируйте голос, призывающий вас к более глубоким отношениям с Ним. Помните, что если вы проигнорируете Бога, то это будет последнее послание, но это не обязательно так, еще есть время выбрать правильный путь, открыть глаза и увидеть истину. Ищите Бога всем сердцем. Он всегда готов принять нас с распростертыми объятиями, невзирая на наши ошибки и неудачи. Если вы читаете это послание, то у вас еще есть время изменить курс и выбрать правильный путь. Позвольте Божьей любви наполнить вас и преобразить, и вы увидите, что жизнь может быть намного больше, чем вы себе представляли. Наберите 888, и пусть эти слова найдут отклик в вашем сердце. Знайте, что любовь Бога к вам безусловна и вечна. Столкнувшись с трудностями повседневной жизни, не забывайте, что Он всегда рядом с вами, готовый направить и поддержать вас. Если это послание затронуло ваше сердце, не стесняйтесь оставить комментарий, выражающий ваше мнение. Также поделитесь им со своими друзьями и близкими и помогите распространить весть о надежде и любви, которую Бог питает ко всем нам. Чтобы подтвердить, что вы верите в Бога, напишите «Я верю». Бог говорит, что Он создал вас с определенной целью и планом, и Он хочет, чтобы вы жили в соответствии с Его желаниями. Когда люди отворачиваются от Него и решают идти своими путями, они открывают дверь для страданий и боли. Но когда они слушают Его и следуют Его указаниям, они ощущают Его мир и радость в своей жизни. Я говорю с вами по-разному, через мое слово, через молитву, через ваше сердце и совесть, но часто вы предпочитаете игнорировать мой голос и следовать своим желаниям и воле. Это опасно, так как путь, который кажется правильным в глазах человека, часто приводит к разрушению и отчаянию. Я хочу, чтобы вы поняли, что моя любовь к вам безусловна и вечна. Что бы вы ни сделали или не сделали, я люблю вас и желаю, чтобы вы были счастливы и реализованы, но чтобы испытать эту любовь и счастье, вы должны слушать мой голос и следовать моим путям. Когда в вашем сердце возродится надежда, наберите номер 9191. Пусть моя любовь восстановит ваши силы и вернет вам веру. Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, дают возможность расти и укреплять ваше доверие ко мне, ибо если вы со мной, то и я с вами. Не позволяйте миру отвлекать вас и сбивать с моего пути. Часто общество, в котором вы живете, пытается внушить вам, что правильное – это неправильное, а неправильное – это правильное. Но не обманывайтесь. Мое слово – это истина, и именно в нем вы должны найти руководство для своей жизни.
Если вы верите в Слово Божье, напишите «Я верю». Когда вы чувствуете себя потерянным и растерянным, не отчаивайтесь. Я всегда рядом с вами, готов помочь вам и направить ваши шаги. Все, что вам нужно сделать, это открыть свое сердце и прислушаться к моему голосу, и я буду творить чудеса в ваших жизнях. Я люблю вас больше, чем вы можете себе представить, и хочу, чтобы вы в полной мере прожили те благословения, которые я приготовил для каждого из вас. Не упустите эту уникальную возможность испытать на себе мою любовь и милость. Прислушиваться к моему голосу и следовать моим путям – единственный способ достичь полной и изобильной жизни, которую я приготовил для вас. Помните, что, выбирая следовать за Богом, вы выбираете жизнь, и будущее у вас будет мирным и радостным. Даже если возникнут трудности, вы будете уверены, что Бог рядом с вами, защищает и направляет вас. Не откладывайте поиски Бога, Он всегда в пределах нашей досягаемости. Он ждет, когда мы вернемся к Нему всем сердцем, и когда мы это сделаем, мы обретем счастье и удовлетворение, которые так отчаянно ищем. Заходите на сайт 111, и пусть этот акт просветит ваши умы божественной мудростью. Поэтому не теряйте времени. Ищите Бога сегодня, и пусть Он преобразит вашу жизнь. Оставьте ниже комментарий о своем решении, и давайте вместе пройдем по этому пути света и любви, который приготовил для нас Бог. Если вы больше никогда не будете игнорировать Божье Слово, напишите «Я никогда не буду игнорировать». Поставьте лайк и поделитесь этим сообщением со своими друзьями и близкими, чтобы эта истина дошла до большего числа людей. Посмотрите это послание от Бога, которое успокоит ваше сердце. Пусть Бог благословит и направит вас на пути веры и любви. Аминь. Напишите «Я люблю тебя, Господь», чтобы быть благословленным, если вы прошли этот путь. Если Божье Слово для вашей жизни сегодня было благословением, оставьте свой лайк, поделитесь этим сообщением, чтобы изменить чей-то день, и подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в вере. Пусть Бог всегда будет с вами. Да благословит Господь вашу жизнь сегодня, завтра и всегда. Да пребудете вы в мире Господа Иисуса. До завтра.